Я стала жертвой банковских мошенников. Мне позвонили и представились сотрудниками банка с фамилией, именем, отчеством и должностью. И сказали, что была попытка проникновения к моему счету и снятия с него суммы денег. На счету была очень большая сумма денег. И для того, чтобы этот пробел, так сказать, этот вот момент ликвидировать, мне нужно снять всю наличность, закрыть этот счет и переложить на страховой счет, который они мне укажут. Причем очень настойчиво требовали соблюдения конфиденциальности, чтобы я никому ничего не сказала в самом банке, когда снимала деньги. Ну и я, к сожалению, послушалась. Я сняла деньги, и эту всю сумму мне было предложено вложить через банкоматы на счета, которые мне диктовались. Я спросила, почему через банкоматы сторонних банков, а мне сказали, что потому что попытка проникновения была именно со стороны этих сторонних банков, поэтому вот так нужно сделать. Я, к сожалению, в банковском деле совершенно человек несведущий, поэтому поверила, потому что все было логично, очень спокойно было объяснено. Ну и таким образом все деньги эти через банкоматы я положила на сказанные ими счета. Теперь я понимаю, что очень сильное было психологическое давление, потому что этот человек звонила мне постоянно и со связи не уходила. Она постоянно присутствовала, у меня телефон был постоянно с открытым вот этим вот разговором с ней. Если в какой-то момент он отключался, мне тут же звонили заново, причем звонили с разных номеров. Когда я спросила, почему с разных номеров звонят, мне объяснили, что там есть различные номера телефонов, корпоративные, там и личные, и много сотрудников работают, и вот как свободный номер, какой номер свободный, с того и звонят. Вот таким образом. Вот так у меня увели все мои деньги. Люди, пожалуйста, даже если вам звонят, как-то извиняйтесь, скажите, говорите, чтобы вам перезвонили чуть позже, и звоните, пожалуйста, на горячую линию банков, от имени которых вам звонят. Тогда вы не попадете в такую ужасную ситуацию, в которую попала я.